Только мудрая женщина способна воспитать достойное поколение, стать хорошей женой и прекрасной матерью. В своей книге Марьям Тангиева описывает нелегкие судьбы и истории ингушских женщин в годы депортации. Несмотря на все тяготы, они сумели сохранить домашний очаг и стать настоящей гордостью и достоянием своей нации. Это не просто книга, а настоящий очерк о воспоминаниях свидетелей прошлого. Религия и личное качество помогали нашим отцам и матерям выстоять и не потерять нравственные ценности в нечеловеческих условиях 20 века. Автор рассказывает о самом главном – о человечности, доброте, храбрости и любви к родине. Марьям Тангиева знакомит читателей с трогательными и поучительными историями наших женщин в далекой Сибири. از داخل تخنحونا في نانو اشتخلرقة اشتحبخكرقة تعق الله سون تيشس دكتي شايسو صارت حبي خلش اشت سيردش خزت شارش نقع طول في تحت تحت داوجيان حتى كذيك بيان بيد بابي عن خرسون ازديش شيء كذيك إين وقت عن خرسون يلي زامسك ولي قنا برش. Марьям Тангиева – дебютант в литературе. Книга «Мудрость женщины» – первая ее работа. Автор попытался изложить в своей книге важность традиций и обычаи. Редактор научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева Хаваж Накастхоева отмечает описанные в книге героические поступки, которые вызывают огромное уважение к нашему народу. Главное достоинство книги – это ее правдивость. Речь идет не о художественной правде, а о правде жизни. Мать отдает своего ребенка для того, чтобы спасти чужого больного ребенка. Во время высылки в поезде больного ребенка должны были снять солдаты. И мать подсовывает своего здорового ребенка, чтобы больного оставили. Солдаты не знают. И она очень долго ждала, пока ее сын потом вернется. Несколько лет сын не возвращался, потому что его посадили в другой эшелон и совершенно другое место. Это для меня это был потрясающий подвиг. Что мне не понравилось, я ее читала, она мне еще до презентации ее показала. Там каждая история разная, такая же разная, какими разными являются сами женщины. Но, думаю, каждый сможет найти в этой книге что-то близкое себе. Может быть, ответы на вопросы, которые мучают, или выход из ситуации сложной, в которой сегодня оказался. Потому что женщины, которые описываются там, это, конечно, пример для подражания. И на их примере мы можем во многом выстроить свою правильную личную жизнь. Понравилось несколько рассказов, но бывает, что каждый ищет что-то свое в издании. Меня очень тронул очерк, рассказ «Уважение» о молодой снохе, которая сидит у постели умирающего отца, у постели умирающего Мярда и разговаривает с ним, и вот ее мысли, ее переживания о том, что вот уходит родной, близкий человек. И меня очень тронул этот рассказ, может быть, потому что еще и какие-то аналогии у меня возникли. Герои книги Марьям Тангиевой «Мудрость женщины» живы и сегодня. Их история, пожалуй, лучший пример стойкости нашего народа. Собравшиеся уверены, что каждый читатель найдет в очерках много полезного и поучительного. Лина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.